Василий Амельянович Шалабаев уже в студенческие годы проявил свой поэтический дар. В 1959 году в газете «Ленинская смена» впервые было опубликовано его стихотворение, одобренное Ильясом Омаровым, который в то время был секретарем обкома партии. В 1960 году Василий Амельянович Шалабаев по настоянию родителей переезжает в Казахстан и начинает работать учителем в Весело-Подольской средней школе Урицкого района. Впоследствии был директором Комсомольской, Тагильской, Ленинградской школ. В 1974 году назначается директором Докучаевской средней школы-интерната. Счастье достигнет тот, кто стремится сделать счастливых других, способен хотя бы на время забыть о своих интересах, о себе. По воспоминаниям его друзей, коллег, родных, он глубоко сопереживает всем страдающим от несправедливости. Василий Амельянович Шалабаев писал: «Не хочу я мудрого покоя, я спокойной мудрости хочу». В 1991 году его избирают народным депутатом Казахской СССР, и он попадает в самую гущу политических событий. Прямой, честный и смелый, он бросал вызов тем, с кем не соглашался, от чего и сам часто страдал. Лучше, чем сам он, никто не скажет. Если я кому-то нужен буду, хоть загнусь в дугу, но таким, какой вам нужен, извините, не могу. И он был уверен, что время, проведенное в парламенте, было потрачено не зря. Василий Амельянович Шалабаев – выдающийся поэт, выдающийся человек 20-го столетия. Замечательный учитель, имя которого будет всегда в наших сердцах. Это человек, который сеял доброе.